Коммунальными услугами абонент пользовался на протяжении нескольких лет. За это время у него накопилась приличная сумма задолженности. К неплательщику регулярно наведывались сотрудники МРСК, но чаще всего натыкались на закрытые двери. И вот сегодня приставам-исполнителям все же удалось застать хозяина. О своих долгах молодой человек и знать не желает. На вопрос, будете ли оплачивать, отвечает коротко и ясно – нет. Материалом «Газпрома» в размере 70 тысяч. У вас есть оплата, есть задолженность? Оплачиваем? Не оплачиваю. Не оплачиваем. Не собираетесь, да, пока оплачиваем? Нет. Но в этом случае нам придется арестовать имущество ваше. В данном случае планшет. Чтобы погасить задолженность одного планшета известной фирмы не хватит, сумма слишком высока. В таком случае приставы-исполнители решают конфисковать и мобильный телефон. Для добровольной оплаты, если вы оплатите сумму долга, то арестованное имущество мы можем возвращать вам. В ином случае мы продадим ваше арестованное имущество и погасим сумму долга. Такие крайние меры приставов принуждают принимать сами же должники. Прежде чем приходить к ним домой, специалисты отправляют извещение и просят оплатить сумму долга. На руках у участников рейда целая папка должников, и это только по названию. У некоторых должников суммы долга переваливают 80 тысяч. Тому должнику, который оплачивает задолженность в добровольном порядке, мы выписываем квитанцию и отдаем копию наручно. В противном случае накладываем арест на имущество. Это компьютерная техника, бытовая техника, транспортное средство и так далее. Также должнику предоставляется 10-дневный срок для самостоятельной реализации арестованного имущества. Для этого необходимо написать ходатайство лица, участвующего по исполнительному производству. При растрате арестованного имущества должником преследуется уголовная ответственность по статье 312 Уголовного кодекса Российской Федерации. Только на одной этой улице проживают сразу несколько должников, и в основном это весьма обеспеченные люди. И так каждый раз в ответ на стук полная тишина. Неплательщики, задолжавшие большую сумму, даже прячутся очень изобретательно. Как признаются сами блюстители закона, по заявленному списку адресу проживают арендаторы имущества, которые чаще всего не открывают дверь, ссылаясь на то, что не являются хозяевами. Комиссия готова пойти на уступки и предлагает оплачивать по частям. Удобнее всего через интернет. Многие должники сталкиваются с такой проблемой, они не знают, что есть у них задолженность. Для таких категорий граждан есть официальный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов. Достаточно ввести фамилию и имущество должника, и если у него есть задолженность, то в базе ФССП появится, что есть задолженность. И также можно оплатить сумму долга в этом же базе, и квитанция будет храниться у него в этой базе. Такие рейды приставы будут проводить регулярно, поэтому не ждите, пока постучатся к вам и сами оплатите задолженность. Ведь вода, газ и свет – это тоже ресурс, и он не бесплатный. Лина Сычоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.